Гамбужап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 7. Управление Тибета. Часть 40. Говоря об управлении Тибета, нельзя не упомянуть, что маньчжурские императоры после падения Тибета старались привить здесь такое же управление, как и в других подчиненных Китаю инородческих странах. Поэтому они хотели поставить в члены Совета управления Тибетом наследственных князей с маньчжурскими титулами. Первые отличия от маньчжуров получили, понятно, те лица, которые содействовали им при подчинении Тибета активными действиями против сопротивлявшихся или же пассивным бездействием. Вот перечень таких отличенных маньчжурским правительством лиц. Первый, упомянутый выше, Джурмит Цептань, старший сын Палхабы, еще при жизни своего отца был награжден последовательно младшими чинами до Тушигуна, Джон Гогун по-китайски. В 1750 году он был убит своим младшим братом Джурмит Намджалом, который, как известно, был казнен маньчжурскими амбанями. Император Цань Лун во внимание к заслугам Джурмит Цептаня наградил в 1752 году его второго сына Джурмит Ванджала титулом помогающего государству гуна, по-китайски Фугогун. После смерти последнего титул перешел к его усыновленному сыну Норву-Пунцок, а в 1784 году этот титул был закреплен за ним наследственно. Второй – отец седьмого Далай-ламы, как будет сказано ниже, именовался Содном Дардже. Он много содействовал маньчжурам при подчинении в успокоении Тибета, а также весьма усердно оберегал и воспитывал своего сына Далай-ламу. В 1729 году он представился императору вместо своего сына и поднес подарки. За это был награжден коралловым шариком, павлиньими перьями на шапку и титулом Фугогун. После его смерти император передал титул его второму сыну, старший был Далай-ламой, по имени Кунга Данцзин. Этот умер в 1774 году, и ему наследовал сын его Даши Намджал, но вскоре в палате внешних сношений Лифань Юань был возбужден вопрос о наследовании титула во многих поколениях родственниками Далай-ламы. Император склонился в пользу мнения о неудобстве и незаконности такого наследования, но в данном случае во внимание к исключительным заслугам отца седьмого Далай-ламы он захотел оставить за его потомством наследственный титул, пожизненный в тайджи первой степени. Третий – брат упомянутого выше князя Ханченая, Гашиба Цептань Даши. Во внимание к заслугам убитого его младшего брата был награжден императором Юньчжэном в 1728 году титулом тайджи первой степени. У него было два сына – Гашиба Намджал Цептань и Пандита, которые наследовали один за другим этот титул. Дзасак тайджи первой степени Циринг Ванджал по ходатайству Палхабы был возведен в 1729 году в названную степень и назначен помощником Палхабы. В 1765 году наследовал внук его Содном Ванджал, который в 1789 году во время нападения на Тибет гуркасцев провинился, и его потомство лишилось титула. Пятый – Ноян Хошочи, оказавший услуги во время усмирения мятежа галлонов, Аподба и других по представлению Палхабы в 1729 году,
был награжден титулом Дзасака Тайджи первой степени. Таким образом, потомственных титулованных особ в Тибете было 5, из коих впоследствии был лишен титула один Дзасак Тайджи первой степени. К этому нужно прибавить, что родитель Далай-ламы, если его уже нет в живых, то брат Далай-ламы обыкновенно возводится в титул гуна, который сохраняется теперь только в одном поколении. Титулованные лица, если не занимают каких-либо должностей по высшему управлению Тибетом, не участвуют в решении дел, но они, как представители потомственных аристократических родов, пользуются большим почетом и по большей части занимают высшие должности. Это была 7-я глава книги «Управление Тибета». Глава 8 о Далай-ламах. У людей, сколько-нибудь интересующихся Дальним Востоком вообще и ламаистским в частности, едва ли не самым популярным является название Далай-лама, именуемого главой ламаистской иерархии. Но при этом у нас в литературе пока еще нет ни одной более или менее подробной биографии всех существовавших до сих пор Далай-лам. Наш известный монголист профессор Позднеев в примечаниях к хождению в Тибет Базабакши дает перечень их имен с обозначением времени их жизни. Другой список находим у профессора Грунведеля. Мы собрали материал на тибетском языке, необходимый для составления биографии Далай-лам, и намерены в будущем дать более или менее подробные сведения о них. Теперь же ограничимся только кратким перечислением их. Далай-ламы считаются перерожденцами Бодхисаттвы 11-ликого Авалокитешвары, по-тибетски Пагбат-шанрейсик. Почитатели культа перерожденцев любят относить их происхождение к отдаленнейшим временам, например, к эпохе жизни Будды. Так и в данном случае первым воплощенцем считают Бодхисаттву Пагба-шанрейсига, ближайшего ученика Будды. По сказаниям тибетских сочинений, составленных в более позднее время, первые 37 перерожденцев появлялись в Индии то царями-покровителями религии, то учеными-просветителями. В первый раз в Тибете появился 38-й перерожденец Хан Няти Цзанбо, живший в III веке до Рождества Христова. Затем перерожденцами его являются знаменитые цари Тибета, известные покровительством буддизму, как то 40-м Сронзангамбо, 41-м Тисрон Девцзан, это 802 и 845 годы, 42-м Адактирал, это 866 и 902 годы, и знаменитые ученые 45-м Бром-Доньба, 46-м Саджа, Сакьярский Гунга Нимба и так далее. Первым перерожденцем, приверженцем дзонхавизма считается Гэндундуб, являющийся по-прежнему порядку 51-м. Он родился в 1391 году, а умер в 1474 году и был основателем дзанского монастыря Дашилхунбо, при описании которого приведем некоторые биографические сведения о нем. Здесь скажем лишь, что он оставил после себя 5 томов сочинений, деревянные стереотипы коих находятся в паталасской типографии в Лхасе. Его сочинения, в числе прочих имеющихся в продаже собраний сочинений всех Далай-лам, привезены мною. Вторым перерожденцем считается Гэндун Джамсо, родившийся в 1475 году в провинции Цзан от красношапочного ламе Гунга Жалсана и жены его Гунга Балмо. В 1486 году он был посвящен
в монастыре Дашил-Хунбо в первые духовные обеты и получил имя Гэндун Жамсо. В 1494 году отправился в монастырь Брайбун, находящийся у Лхасы. Здесь он обучался богословским наукам и путешествовал по разным местам Центрального Тибета для усовершенствования в науках. На 43-м году жизни, то есть в 1517 году, он достиг места настоятеля Брайбуна, 10-м по счету. Лама этот отличался своей ученостью и пользовался большим почетом среди духовенства и народа. Его, по-видимому, стали считать за перерожденца его земляка, знаменитого Гэндун Дуба, но официального объявления об этом еще не было. В 1518 году китайский император повелел построить для него в Брайбуне дворец Галдан-Побран. Умер он в 1542 году, оставив после себя 3 тома сочинений. Третий перерожденец, Содном Жамсо, был сыном начальника Дзона Намджалдакпы и жены его Балдзомбутит и родился в 1543 году. Его отец, как владетель Дзона, был без сомнения очень влиятельным человеком и пожелал объявить своего сына перерожденцем только что умершего брайбунского настоятеля Гэндун Жамсо. Он достиг своей цели, и в 1547 году сын его был уже возведен в настоятели. Его взял под свое покровительство знаменитый ученый того времени, 15-й наместник Дзангхавы Соднам Дакпа, это 1478-1554 годы его жизни, который и был его первым учителем. Затем он получил отличное образование. Кроме того, положение настоятеля самого большого из тибетских монастырей, к тому же первого перерожденца настоятеля, распространило о нем славу, которая дошла до монголо-тумецкого Алтанхана. Последний в 1576 году пригласил Содном Жамсо к себе в Монголию. По прибытии его в 1578 году и по получении от него различных наставлений Алтанхан дал ему титул Вачира Даре Далай-Лама. Следовательно, титул Далай-Лама впервые был дан перерожденцем брайбунского настоятеля монгольским Алтанханом. Это 1578 год. Термин Далай-Лама сам по себе не имеет никакого значения. Он по-монгольски значит лишь «Лама-море». Поводом к такому титулу, без сомнения, послужило собственное имя Содном Жамсо – «Добродетель море». Содном – добродетель, Жамсо – море. Последняя часть имени перешла в титул. Этот титул сохранился за Далай-ламами только в официальных бумагах, а народ и духовенство титулуют их Джамгон Тамджа Ченба, что значит «всеведущий спаситель». После смерти Алтанхана в 1584 году наследники его снова пригласили Содном Жамсо, который и умер затем в Монголии в 1588 году. Он был признан великим ламой, живой Буддой, также минским императором. Конец 40-й части.